Больше 80% жителей у нас довольны качеством медицинской помощи. Таковы результаты анкетирования, которое провел Фонд обязательного медицинского страхования. Данные за третий квартал этого года. Александра Головина обсудила статистику с горожанами. Усинск получает наивысший балл. Больше 99% опрошенных дали медорганизациям города оценку удовлетворительно. Но, в общем, картина почти идеальная, если верить статистике. Дальше Сысольский и Сыктывдинский районы. Респонденты положительно оценивают работу скорой, стационарной, амбулаторной помощи. А еще не жалуются на обеспеченность старшим, младшим медперсоналом, врачами и оборудованием. Среди основных минусов работа регистратуры, нехватка узких врачей-специалистов, ЭКГ, УЗИ и прочие диагностические исследования также сделать, если верить таблицам, не всегда просто. Восхищение подвигом наших врачей, особенно сейчас, показывает наш сегодняшний опрос. Очень тяжело врачам, очень. Но кто помочь-то им может это? Только мы сами, если мы будем оберегать себя. Ничего ни положительного, ни отрицательного сказать не могу. Их тоже можно понять, они же тоже люди, тоже работают. Я не могу никак оценивать, потому что я уже 2 года к ним вообще не обращалась. Мало врачей. И одни молодые наши эти выпускники. Понятия не имею. Ваше личное 100 лет уже не была там. Наверняка родственники, друзья, знакомые что-то говорят. Все здоровы у меня дети, слава богу. Возвращаясь к официальным цифрам, больше 2000 респондентов приняли участие в анкетировании, всего 18 вопросов. 86% оценили работу медорганизации Коми на удовлетворительно. Это данные за третий квартал, то есть июль, август и сентябрь этого года. В территориальном ФОМСе отмечают, свежая статистика почти не отличается от предыдущих лет. Эта цифра всегда была примерно на одном уровне. Первый квартал 19-го 81,1%. Если сравнить с первым кварталом 2020 года, то в первом квартале 2020 было 82,25. Я вижу, что в пределах 80% она идет вот все время, в пределах 80%. Единственное, во втором квартале 2020 года удовлетворенность составляла 77,2, где снижение. И то я думаю, что это, наверное, незначительно. Снижение рейтингов во втором квартале 2020-го, понятно, это период первой волны пандемии. ФОМС прогнозирует спад показателей за 4-й квартал. Именно на это время выпал очередной всплеск коронавируса. Медики сейчас работают в усиленном режиме, буквально нон-стоп, но и этого порой бывает недостаточно. Следующую порцию статистики получим в январе, будем отслеживать настроение горожан и делать выводы. Александра Головина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.